Уроки мужества и классные часы в школах уже давно стали традиционными. Такие мероприятия очень важны для образовательного процесса, так как из этого складывается мировоззрение будущего поколения, основанное на патриотическом воспитании. Сегодня, эта тема именно посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. Да, не за горами то, что было в Ткварчеле, вы знаете, да, блокада Ткварчала. Серьезный гуманитарный кризис был, который длился больше года. Люди умирали от голода, цинги. Ну и жертвы, я думаю, можно параллель провести с жертвами геноцида. И там тоже огромное число погибло людей, 1,5 миллиона. Поэтому я думаю, что такие уроки нужны. В ходе мероприятия школьникам рассказывали о тех страшных событиях, которые происходили в блокадном Ленинграде. Также была рассказана история о трагической судьбе 10-летней девочки Тани Савичевой и ее семье. В этой школе сегодня мы проводим урок мужества, посвященный беспримерному подвигу наших солдат, которые защищали Ленинград, которые выдержали эту самую жестокую, наверное, из всех войн, самую жестокую из всех событий в этой войне, выдержали блокаду, прорвали блокаду. Дети слушали очень внимательно, боясь упустить хотя бы слово. Вот почему, по словам директора школы Владимира Кондакчана, такие уроки важны. Они имеют образовательную направленность. Страницы истории нужно помнить и чаще проводить такие лекции в школах. Для школьников, для молодого поколения вот такие мероприятия очень важны. Если такие мероприятия будем проводить, вот дети будут знать, что вот существуют какие-то военные базы, солдаты, будут рассказывать, будут стремиться куда-то, будет какой-то стимул. Уроки мужества проходят не первый год в школах Гулерибского района. Ранее лекции были проведены в Гулерибской, Дранской, Мархаульской средних школах. Но в этой школе подобный урок впервые, так как для этого не было никаких условий. Долгие годы учебное заведение нуждалось в ремонте. Усилиями жителей села, педагогического коллектива во главе с директором и спонсоров, бывших жителей села, были отремонтированы почти все классные комнаты, актовый зал, заменены окна. Также был установлен трансформатор. Между тем, школа очень старая. С 1956 года ее двери открыты для сельских детишек. В довоенные годы здесь обучалось около 1000 детей. Сегодня здесь учатся 125 детишек. Занятия в школе проводятся на 3 языках – абхазском, русском и армянском. Многие учителя приезжают из районного центра и даже из столицы. Так, например, учитель абхазского языка и литературы уже долгое время работает в селе Цкэбэн и с большой теплотой говорит о своих коллегах, учениках и жителях села. Главное, что несмотря на пережитые сложные времена, учебное заведение никогда не прекращало своей работы. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.